Мемы с Тиньковым. Что-то вот это собрала, распечатала. Да, смотри, на каждый случай. А, ты будешь так оценку ставить? Да, типа сомнительно, но окей. Вы же смотрели его интервью? Сенмесіз иптешлер, біз бүгін Йылдыз белән очраштык, татар эстрадасыны һәм башка артистларның костюмнары турында сөйләшергә. Ну, мы будем обсуждать сценические образы, все-таки не повседневные. Здоровайся. Подожди. Всем привет. Я подготовила фотографии артистов татарской сцены разных. Начнем с молодого. Начинаем с молодого артиста Ильяса Мингазова. Прежде всего, не нравятся голые щиколотки, вот эти ботинки. Это такое ощущение, что это из, там, я не знаю, 2008 года, когда так носили. Ну и то ботинки сомнительные. Вообще, он, конечно, стоит похвалить его за то, что он попытался быть в тренде за розовый цвет, за фуксию. Но хотелось бы немного поактуальнее фасон. Например, это как? Пошире. Пошире и пиджак, и штаны. Так, а то, что рубашка в один цвет с костюмом? Ничего страшного. Единственное, мне не хватает какого-то аксессуара. Может быть, вот сюда. Смотрится немного пустовато. Прикольно, кстати, у него мокасины. И, ну, если не добавлять сюда никакой аксессуар, наверное, надо было бы закрыть эту пуговицу наверху. Мое мнение. Угу. Но вообще, молодец, пытается следовать трендам. Да. В целом неплохо. Надо просто доработать образ, на самом деле. Обсудим супругов Фазлыевых, Азат и Алсу. Таких я слышала. На этот случай у меня есть вот такая картинка. А что бы ты им посоветовал? Слушай, здесь не актуально все. Судя по картинке, это какая-то мягкая ткань. То есть она не держит форму, что ли. Выглядят, вот по внешности они выглядят достаточно статусно, а вот эта одежда их немного дешевит, вот так я скажу. То есть она как будто из какой-то цирковой истории, что ли, и хотелось бы им... Ну, кстати, да, они любят все блестящее, у них другие костюмы тоже очень. Да, вот матовые ткани и цвета подчеркнули бы их благородность. И вообще здесь нарушены пропорции. То есть вот у нее наверху вот по грудь, и как будто непонятно, где ноги начинаются. И хочется убрать пояс, и без вот этих штук. И она хотела, наоборот, наверное, скрыть животик и повесить возможно, но это, наоборот, притягивает внимание. То есть такие вещи детальные мы используем в тех местах, куда мы хотим привлечь внимание. Если вы хотите отвести внимание от каких-то частей, вы просто вешаете украшения в другие места. Дальше вот Зайнеп Фархетдинова. Зайнеп Фархетдинова. Ты знаешь ее? Да. У нее в последнее время очень такие интересные, смелые образы. Я рассматриваю образы. Вообще, первое впечатление хорошее. Единственное, я бы поменяла украшение на более минималистичное. Но она перешла на такой образ с пучком в последнее время. Мне немного не хватает объема в волосах. Возможно, можно было бы его как-то увеличить с помощью накладных волос. Стоит учитывать контекст, на какое мероприятие этот наряд собран. То есть это фотосессия, поэтому здесь такой наряд уместен. Так, поехали дальше. Есть у нас такая певица Ирке. Первое, что бросается мне в глаза, это очень много объема вот в этой части. У нее воланы используются и в волосах, и вот здесь, и вот здесь. И получается, ноги голые, а в верхней части образа очень много всего. Я бы заменила туфли на черный цвет. Розовый — это же оттенок бордовый, нет, наоборот. Бордовый, розовый — это все оттенки красного, это все может быть. Здесь проблема в объемах. Твой индивидуальный стиль как раз-таки вот эти детали и создают. То есть, если где-то ты увидишь вот такие же повязки, то ты уже сразу ассоциируешь с ней.
Дальше поехали. Вот давай посмотрим Ильмиру Нагимову. Знаешь такое? Слышала. Ничего плохого сказать не могу. Обуви не видно, кстати. Ну, по ней видно то, что она такая прям девочка-девочка. И этот образ как будто прям по ней. Мне кажется, этот образ для девчонок совсем молодых, школьниц там условные. Как будто бы ей уже не совсем У нее здесь, посмотри, лицо. Бэби-фейс? Ну да. Мы вчера с друзьями обсуждали про Элвина Грея, что он до сих пор одевается как подросток. А во что его одевать, если он выглядит как подросток? Сколько ему лет? Я посмотрю. 34. Это как, по-моему, Ришат Тухватуллин, Оскар 34, Элвин Грей 34. Если взять 3. Да, вот теперь вот здесь на монтаже сравните Оскара и Элвина Грея. И Ришат Тухватуллин. Что я выбросила? Извините. Тоже без обуви. Анвар Нургалиев. Любимец женщин бальзаковского возраста, Стас Михайлов татарской эстрады. Ты говорил, горох актуален. Ты что-то смеешься. Ну, я ротала. Так, горох актуально. Это да, это в тренде. Я бы сняла жилетку, и по-любому у него узкие штаны. Я бы их заменила на черные. Но тоже узкие. Нет, конечно, ни в коем случае. Широкие штаны с защипками вот здесь вот. Может быть, даже на высокой талии. Вот тогда он бы смотрелся статуснее. Ильмира Калимуллина. Клевый стилистический прием. Вот эта штука у нее, накидка сзади, очень красивая. Она как раз-таки визуально удлиняет. Но платье, которое внутри, черное, оно урезает ноги вот так вот. И хотелось бы платье, до пят. Прямое, да? Да, прямое, без разрезов. Ну да, в целом очень сдержанный образ. Мне нравится и волосы в пучок собранные. Волосы немаловажная составляющая при полном луке. Диля Нигматуллина. Так, смотрим. Как я упоминала ранее, детали мы вставляем туда, куда нам хочется внимание привлечь. У Дили очень объемная грудь, и она прибавляет туда внимание еще вот этой деталью образа. Как будто, знаете, зеркало такое, да? Разбитые осколки. Но в целом она очень стройненькая. Я не знаю, какой у нее рост. Может, она так села как-то, что вверх у вот нее здесь объемно не видно, кажется. кстати. Да, она очень стройненькая. Все время надо соблюдать там диету, питание правильно, занимается. И в целом ей образ в интернете очень нравится. Как мы можем улучшить этот образ? Убираем перчатки, убираем вот эту накладку сверху. Сережки, кстати, хвалю. Класс. Вообще, волосы хорошо зализаны, очень клево. И если это все сделать под минимализм и поменять туфли. Туфли на черные? На черные. Сейчас, давай Марат Яруллина. У Марата Яруллина, конечно, вот... Давай вот такой образ обсудим. Давай. Это вот такой веселый Марат Яруллин, карточка для вас. Тебе не нравится образ? Это Марат вообще в тренде по всем образам. Металлик, тренд сезона. Верх, оверсайз. Вообще круто. Массивная цепь, которая перекликается с металликом здесь. Прическа даже актуальная. Прикольно. Я, кстати, смотрела его другие образы. Единственное, немного есть вопросики к обуви. Здесь она тоже уместна, но Марат такой, все-таки необычные образы составляет, и как будто хотелось бы сюда более необычную обувь. Допустим, какую носит Канье Уэст. Ой, вообще клево. Марат, вы молодец. Ильвина. Она очень высокая. Очень высокая. Мне не к чему придраться. Клевое платье, не удлиняет, как слово, визуально вытягивает рост.
Ну да, у нее И цвета- прекрасная фигура, высокий рост, и она подчеркивает одежду Да, и своей. цвета очень клево подобраны, комплементарно все это. Ришат Тухватуллин, я скидываю 2 образа. К сожалению, там еще был один образ, но фоток я не нашла. Нет такого ощущения, вот смотришь на картинку, как будто вот так вот сёк, открываешь, а тут спортивки внизу. Почему-то лампас он сделал, да? Это Да. раз. Во-вторых, обтягивающий он всегда делает штаны. Да. Но у него потрясающая фигура, я так бедра. Ага. Он бегает, как бы ягодицы, и он хочет, может, это подчеркнуть. Не знаю, Для почему такие чего штаны это делает. подчеркивать на сцене? Для Это чего? я не знаю. Ну, всегда хочется, может, подчеркивать. Есть фотографии Ченнинга Татума в таком же сером костюме. Мгм. Выглядит просто секс. Я вообще всем рекомендую отказаться от зауженных штанов. Пожалуйста. Это уже все, это не канает. Тело прекрасное, но как будто бы на сцене это как-то пошлит показывать свое тело. Насколько помню, у Ришата творчество достаточно молодое такое, и у меня это не складывается с этим образом. То есть открытые руки, обтягивающие бедра. То есть ты предлагаешь ему больше в классике выступать? Да, это его. Ладно, поехали дальше. Поехали к моей любимой Алексее Бадретдиновой. Вообще классно, мне нравится. Что ты скажешь? Мне очень нравится. Мне вообще все костюмы нравятся. Манто. Надо смотреть в общем, что за образ. Я надеюсь, что у нее платье в пол. Да, у нее все платья в пол, и Ага. почти все силуэтные. Ой, ну вообще клево. Единственное, манто. Прикольная фишка. Я бы убрала вот эти помпончики. А, То есть, есть если бы, помпончики? да, там есть Мгм. помпончики, если присмотреться. Если бы это было одним единым, было бы супер. Было бы Прихожу в лучше. воскресенье на концерт, а помпончики уже отрезаны. Вот этот образ, Не очень. да, мне не нравится. Какой у нее жанр песен? Эстрада? Эстрада? Да. По-моему, как будто у нее что-то шансон есть такое, нет? Нет. Мне кажется, что нет. Ну, раньше было. Раньше образ был андеграундный у нее, она вообще Мгм. выходила как андеграунд, а сейчас уже просто эстрадный жанр. То есть У нее есть стилист? Мне кажется, есть как должен, будто бы, да? кто и шьет все эти костюмы. Мгм. Да, как будто бы есть. Стразы тренд, металлик тренд, вот кепка просто немного дешевит. То есть Исия все-таки такая женщина, дорогая. Сами по себе вещи классные, но как будто не для нее. То есть они ее простят. Хочется все-таки, Не ее стиль, да? да, А если кепку убрать и сделать там хвост, например? будет клево, если убрать кепку и джинсовку сверху. Если убрать, у нее останутся здесь, скорее всего, голые руки. Мгм. Корсет вот так, который тоже будет подчеркивать ее сексуальность. У нее здесь талия. Вообще, оставляем, вообще супер. И, скорее всего, если мы все это убираем, сюда нужно будет какие-нибудь массивные серьги. Мгм. К Лиле Хайруллиной. К Лиле Хайруллиной у меня, знаете, какой основной вопрос? То есть повседневные образы у нее классные. Сольник, который делала она, образы классные. А вот эстрадные образы, ну, они такие своеобразные. Почему так происходит, мне вопрос. Лера, мне же с ней работать еще. Это не... Следующий цвет, посмотри, пожалуйста, красный. Да, красный. У меня есть картинка на это. Здесь я бы только к волосам, у меня есть вопросы. Я бы сделала укладку. Мгм. То есть, чтобы образ весь собрался. То есть, есть немного такое ощущение, вот приехал и вышел. Как будто Ну немного да. надо было бы Что-то немного, сделать. да, подсобрать волосы. Вот именно под такое платье я бы сделала вот укладку у себя. Мгм. Да, влажные волосы Мгм. гелем. А вот Либо следующий волосы. образ, мне очень нравится ее. Он был на концерте сольном. Да. К этому образу у меня нет претензий, потому что шапку дала и я. Это украшение тоже дала и я. Да, я И не серьги знала. тоже мои. Я не знала. Смешно. Ну, вообще, пример Очень такой классный образ, да, образ. собирала ей стилист на сольник в Да. МОН. А это не повторение того же образа, да? Нет, по-моему, там было что-то ну что. другое. Это Окей. стильно, молодежно и подходит Лили. Назим, Усал.
Но если бы он поменял это на, допустим, те же самые вот эти штаны со второго образа, это вообще супер ок. Ну и поменять обувь на... А обувь на что поменять? На что-то концептуальное. Ну, на это, что-то конечно, прекрасно объемное. звучит. Тебе надо Я этот... понять бы хотела, да, что это. Да. Вот это, смотри, вот если вот так закрыть, человек с работы вышел, не знаю, со стройки. Ну да. Но, то есть не артист. То есть, типа, как у Марата Ярулина, ты предлагал такие, что ли? Да, что-то объемное, может быть. Если бы даже он надел на самом деле ботинки на тракторной подошве, было бы круче. Мгм. Теперь обсуждаем Ильгиза. 2 образа. Что-то фотки маленькие, ну ладно. К Ильгизу в классике у меня вопросов нет. А у меня есть. Да? Да. Давай. Я была на этом концерте, смотрела. Вообще, я не знакома лично с Ильгизом, но смотришь на сцене и понимаешь, что этот человек очень интересный, что он прям, не знаю, очень интересный внутренний мир, он весь такой энергичный, харизматичный, а по одежде непонятно. Для меня все-таки, как для стилиста, одежда — это инструмент, чтобы люди по тебе сразу понимали, кто ты есть, пока ты не открыл рот. Мы все-таки понимаем, что у человека внутри только когда мы с ним начинаем разговаривать. Есть путь полегче, это наша одежда. И хочется, если бы я была стилистом Ильгиза Шейхразиева, я бы его одела интереснее, чтобы он... Например. Например. Именно классический образ, как бы ты... Или ты вообще классику Вообще не называла? можно, но опять-таки оверсайзные и не черного. То есть свободные. Ты потом скинешь фотки, да? Да, Ильгиз, он же свободный человек, по нему это видно сразу. И вот этот костюм, приталенные узкие штаны, они как будто сковывающие. И хочется ему такие, не знаю, свободные какие-то... Нужны фоточки, я не очень понимаю, Да, я как фотографии. выглядит. Так, а вот тот образ, который в широком шапочке с Вот капюшоном. это мне не нравится. Мне тоже. Мне не нравится, когда он надевает футболки с капюшоном. И не нравится, когда там короткие рукава, опять-таки, как вот решат тухватульно, что подмышки видно, вот это тоже не нравится. Динус. Ну, в целом он все так одевается в гавайские рубашки. Часто. Я его видела, по-моему, на выступлении несколько раз. И, насколько помню, там у него джинсы скини. До этого усал. Все выкинете скини, штаны, джинсы, все, что у вас есть. Переходите уже на широкие. К гавайской рубашке у меня нет вопросов. Единственное, вот либо фотография такая, либо что. Если вы надеваете что-то поверх футболки, это что-то сверху должно быть плотнее, чем ваше... Под ткань ты имеешь в виду? Да. А то ощущение, что легкая ткань тоненькая. Да, ты имеешь в виду в рубашке? Да, и вот есть ощущение, что вот футболка здесь вот где-то порщится. Возможно, может быть, она устарела, и все-таки вот такие вещи лучше бы на сцену не надевать. Но все-таки это ваше... Да, все-таки это ваше лицо. Или взять футболку поплотнее, которая будет держать форму, и не надевать сверху, либо уж плотную рубашку сверху. И прям вот 100% убрать джинсы скини, потому что, как это деликатно сказать, но он же не худенький. Как это сказать? Что нужно принты, наоборот, добавлять вниз. И обязательно штаны широкие, пожалуйста. Судя по фотографии, у нее просто плотность одежды очень... Трикотаж такой, да? Она как-то ее утяжеляет. То есть я понимаю, что это ее, но вот что-то меня смущает, и я сейчас поняла, что это плотность одежды. То есть, допустим, если бы эта одежда была немного полегче по материалу, струящаяся, и подлиннее, чтобы закрыть прям... Да, если бы у нее был даже, может быть, какой-то шлейф. Да, и убрать туфли, потому что туфли вообще не из этой тематики. Можно добавить сюда грубые ботинки. Либо сандали, но грубые. Так, вот Вера из группы Шану, Вера Кожеманова. Это как она выглядела на концерте своем сольном в Мане. Нет. Они поют такой этно-джаз на чувашском языке. Этно-джаз? Да. И она выглядит вот так? Да. Тогда 100% хотелось бы ей одежду поинтереснее.
перчатки сатин. Это сатин. Фатиновые перчатки уже не актуальны. Как будто по лицу, по внешности видно, что там есть какая-то дерзость, там есть вот интерес внутри. Но это не отображается через одежду, к сожалению. Хочется продумать прям образы и сделать человека интереснее. Сейчас я ее найду. Что-то мне не схрен. Давай тогда к Оскару перейдем. Вот такой образ. Вот такой образ сначала. С Оскаром мне еще тоже работать. Ничего плохого мы, конечно, не будем говорить. Так он не обижается меня. На самом деле, ничего плохого не могу сказать. Даже придраться, к брюкам в скине я не могу. Потому что они кожаные. Мне кажется, я просто его не представляю уже просто в другом. Ну, невозможно в других, да, в штанах широких представить, наверное, это будет. Это просто уже Оскар и его стиль, это как-то... Предвзятые отношения. Всем сказал не скини, а ему можно скинуть. Эта передача куплена. Скинешь деньги по номеру телефона. Ну, вот такой образ. То есть вот тот какой-то спокойный, а вот это мой любимый образ. Потому что он голый тут. Все круто. Все нормально. Окей, мне тоже, на самом деле, нормально все. Птицы, да, альтернативы у нас больше шарят в стиле. Они, знаешь, они сами чувствуют. По их творчеству же тоже понятно. Вот на Оскар смотришь и слушаешь его песни, как-то складывается все. Внешность, творчество его песни, его внешний вид. Они просто как-то чувствуют, не знаю. Вот у Саида то же самое. Кимоно? Блин, он вообще круто выглядит. Даже вот это спортивное вообще клево. Он еще это аксессуарами приправляет. Детали. Во-первых, еще фотографии такие. Он как-то такой на вайбах, да. И такая одежда его отображает. Здесь всякие детали. Во-первых, это никакого скини. Такое свободное. Даже здесь вот этот рукав в 3/4 вообще очень круто смотрится. Кучерявые волосы, тоже тренд. Очки добавляют такого шарм, загадочности. Да. Я присоединяюсь. Надеюсь, никто не обидится, но ничего плохого не говорит. На самом деле, да. Подожди. Подожди, да, я сформулирую. Мы делали эту программу не для того, чтобы кого-то обидеть, просто чтобы все люди одевались стильнее, и как-то поднимать уровень. Казань? Это жители, что ли? Нет? Уровень... Нету Слушайте, если вы чего-то не умеете, обратитесь к специалисту. Есть люди, которые умеют и сделают это за вас. За ваши деньги. А если не хотят тратить на это деньги? Ну, тогда выглядит, как сейчас татарская эстрада наша. Что еще сказать?